Здравствуйте! Якутск накануне великого праздника Дня Победы. Как он начинается в столице нашей республики? Это основная тема нашей сегодняшней передачи, но вначале несколько слов о других значимых событиях дня. Здравствуйте! Сегодня газета «Якутия» опубликовала обращение депутатов Госсобрания к председателю федерального правительства в связи с голодовкой пенсионеров города Нерюнгри. Депутаты напоминают Фродкову, что это уже повторное ведь обращение. Совершенно верно. Первое было датировано летом 2006 года. Депутаты доводят до сведения премьера России, что 300 нерюнгринских пенсионеров подали в Страсбургский суд иски к Пенсионному фонду России. Да, и вот по этой причине они призывают председателя правительства незамедлительно вмешаться в критическую ситуацию. Голодовка как средство добиться решения проблем становится все более популярной у северян. В Иркутске прямо под окнами областной администрации проходит акция северян, которую прозвали «Бабий бунт». А участвуют в этом так называемом бунте 30 женщин. Среди них уроженка Алекминского улуса Галина Зетгенизова. На двоих с мужем 50 лет северного стажа, а выехать в более южный регион вынудила болезнь младшей из 3 дочерей. Да, и вот с 98 года, когда они приехали в Иркутск, вот с того самого года они, собственно говоря, и мучаются без собственного жилья. Сегодня стали известны подробности появления нового уголовного дела против мэрии. Как оказалось, одна из фигуранток еще старого дела мэрии передала прокуратуре письмо за подписью Ильи Михальчука. Из него следует, что мэр как бы гарантировал некоему инвестору возврат его супругой кредита, который та должна была взять на какие-то коммерческие свои дела, причем возврат из действительно средств бюджета Якутска. Между тем, в сообщении прокуратуры Якутии имя чиновника, против которого может обернуться это дело, не указывается. Да, действительно это так. Я так думаю, что произошло это по двум причинам. Но, во-первых, кредит этот на самом деле так и не предоставлялся, то есть, так сказать, преступления как такового нет, да. А во-вторых, вот это само гарантийное письмо, ну, можно, наверное, его так назвать, на самом деле фальшивка. Люди, которые его видели, говорят, что даже невооруженным глазом видно, что это, в общем-то, подделка. Но, тем не менее, прокуратура почему-то решила дать этому письму ход. Ну, а тем временем специалисты считают, что автору вот этой самой фальшивки, в общем-то, грозит вполне реальный срок. В связи с выходом из берегов Мархинки в Мархе введен режим чрезвычайной ситуации. Вешние, а также грунтовые воды подтопили несколько десятков домов, в которых проживает 112 человек. Вода подобралась и к строениям, которые расположены на территории исправительной колонии. А из-за наводнения в микрорайоне отменены занятия в школе и закрыт детский сад. А в здании клуба «Чичир» открылся эвакуационный пункт, куда обратилась за помощью пока только 2 жителей. На чемпионате России по боксу сегодня, накануне финальных боев, день отдыха. По этой причине открыто движение по улице Орджоникидзе. Завтра движение автотранспорта будет перекрыто вновь. Ну и, наверное, будет не лишним напомнить, что завтра любителей спорта в столице республики ждет не только закрытие чемпионата России по боксу, но еще и закрытие первого турнира в этом сезоне большого футбола, закрытие Кубка главы администрации в связи с Днем Победы. Финальная игра пройдет в 13:30 на стадионе Туймада, а в 12 там же будет еще игра, и впервые будет разыгрываться Кубок Серебрякова. Это директор таксомоторного парка советских еще времен, который был самым главным спонсором знаменитого клуба «Волга». Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в столице республики начались по традиции уже у памятника герою Советского Союза Клавдию Красноярову. В последнем бою он своей грудью закрыл амбразуру вражеского дота и обеспечил своим подвигом выполнение боевой задачи своего подразделения. В этом году герою исполнилось 100 лет. От наших депутатов с Днем Победы. И пусть этот праздник всегда будет самым великим праздником в истории нашего народа, нашей Родины. С праздником, дорогие друзья! Уходит в прошлое великий подвиг нашего народа, но значение его с каждым годом нарастает. И сегодня, когда новые идеологи, новые политики пытаются переоценить значение той великой победы, пытаются преподнести молодежи все по-другому, мы с вами должны помнить героев, героев тыла, героев фронта, тех, кто сегодня живой, тех, кто не вернулся с полей сражений. И поблагодарить наших ветеранов. Очень хорошо, что в городе у нас есть уже традиция. 9 мая мы встречаем с вами у этого памятника. И самое главное, сюда приходят не только наши ветераны, сюда приходит молодежь.
это есть передача эстафеты, что те дела, которые были совершены старшим поколением, они должны найти продолжение в новом поколении. Каждому поколению необходимо решить свои проблемы, а для этого надо знать свои корни, свои истории и сравнивать свои дела с подвигом старших поколений. А затем к памятнику Клавдию Красноярову были возложены цветы от администрации Якутска, а также от его родственников, сына героя Геннадия, а также внуков и правнуков. Они по-прежнему живут в столице нашей республики. Торжественная церемония завершилась салютом. Среди участников церемонии был и ветеран Великой Отечественной войны Петр Никитич Токарев. Накануне праздника Петр Никитич с супругой Валентиной Антоновной, также ветераном войны, принимал у себя дома главу администрации Якутска. Надо. Что, пусть люди видят. Так уж мне надо, уж Токарев, наверное, все это самое. Ну что, дорогие мои, Валентина Антоновна, Петр Никитич, я хочу вот от имени города, от горожан поздравить, вручить наши поздравления, вручить вот эти вот, да, здесь вот шампанское, коньячок. Полковник в отставке Петр Токарев за бои при форсировании Днепра, Немана, Вислы награжден орденом Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени. Под стать ему и боевая медицинская сестра Валентина Антоновна. Она награждена за оборону Ленинграда и взятие Берлина, а победу она встретила в Варшаве. К поздравлениям ветеранам присоединилась в этот день и одна из сотовых компаний. Она подарила ветеранам сотовый телефон с оплаченным трафиком. Вера, добрый день. Верочка, я звоню с нового телефона, который, ну не знаю, вот подарили телефон. Я же за рулем. Дорогой Петр Никитич, Валентина Антоновна, с праздником вас, 62-й годовщиной. Главное не болеть. Я понимаю, что сложно. И после того испытаний в таком возрасте говорить не болеть. Но мы все равно хотим вас видеть всегда живыми, здоровыми и энергичными. В этот же день глава администрации Якутска посетил семью Семена Васильевича Степанова, ветерана войны с империалистической Японией. Вместе с супругой Семен Васильевич родил и воспитал 9 детей. 2 из них, студенты якутских вузов, до сих пор живут с родителями. Накануне праздника Илья Михальчук навестил еще одного ветерана войны, заместителя председателя Совета ветеранов Якутска Михаила Ивановича Малкина. Он также отличился в войне с Японией, а затем всю жизнь в Якутии проработал в строительстве. Мы хотим, во-первых, наши теплые слова вам, вашей семье. Вот это вот наше, вот так, на стол, вот дополнение вот к тому. Не могу раз ваш приход ко мне домой, когда вчера знаете. А вы шампанское будете тихо? Нет, не беспокойтесь. Знаете, Я не знаю, я очень, прямо я не знаю, как сказать. Даже говорить я могу, даже сказать не могу путем. Я вам поздравляю тоже праздником, наступившим, можно уже сказать, 62-й годовщиной Великой Победы нашего народа с фашизмом. Вам желаю, держитесь, сохраняйте себя, самое главное здоровье, трудитесь на благо нашей великой России. Спасибо, Михаил Васильевич, я уже взял. Ну а для всех нас, кто не участвовал в Великой Отечественной войне, День Победы – это большой праздник. Ну и как всякое великое торжество, завершится он, конечно же, праздничным фейерверком. Он будет дан в 22 часа на площади Победы. С праздником вас, дорогие ветераны, соотечественники. Встретимся теперь только в четверг. Всего доброго.